Бүгін сіздерге біз 2020 жылдың жиынтығы менен бір маалымат беріп қояды деп шештік. Сіздерде ардайым біздің беріліп отқан маалыматтар біраз жаңағы ардайым маалымат бере бермеймін, білесіздер. Bir жолы келгенде, başına келгенде bir жолы маалымат бердім еле, аз мына daha bir жолы маалымат беріп атам, ушул ойдон эми дагы 6 ай силердин алдыңарга чыкпаймын. Ошондон бүгүн жакшынакай кылып өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип алсаңыздар болот. Я очень надеюсь, что вы, уважаемые журналисты, хорошо понимаете, что от той информации, которую я сейчас буду давать, вы будете отталкиваться. Поэтому я прошу вас очень внимательно слушать, не перебивать меня. Может быть, те информации, которые вы хотите получить, я буду здесь высказывать. Поэтому прошу очень внимательно и не перебивать. Спасибо. Уважаемые журналисты, уважаемые общественности, Государственный комитет национальной безопасности работает по части своей деятельности, руководствуется законами, Конституцией, законами и инструкцией, положениями Кодекса о чести наших сотрудников. Первый. По линии внешней разведки. По линии внешней разведки. В связи с ростом террористических угроз безопасности Кыргызской Республики, исходящих со стороны террористических, религиозно-экстремистических и иных радикальных организаций и группировок, действующих в афгано-пакистанской и сирийско-иракских зонах, Госкомитетом проводится работа по их выявлению, мониторингу и нейтрализации на территории страны. По линии контрразведки. Уважаемые журналисты, по линии контрразведки со стороны Государственного комитета национальной безопасности проводится следующая работа. Имеющиеся поступающие данные свидетельствуют о том, что спецслужбы иностранных государств ведут активную разведывательно-подрывную деятельность против Кыргызской Республики. Указанная деструктивная работа оказывает негативное влияние на механизмы государственного управления и общественно-политические процессы. Спецслужбы иногосударств проводят акцентированную работу по получению информации о возможных вариантах развития политической и религиозной ситуации в республике. Прогнозируется активизация деятельности спецслужб иностранных государств, направленная на дестабилизацию обстановки в Кыргызстане путем манипулирования общественным мнением с использованием политико-экономических, пограничных, межэтнических и религиозных проблем. Естественно, Государственный комитет национальной безопасности будет работать о нейтрализации данных угроз. По линии борьбы с терроризмом и международным экстремизмом. Анализ оперативной обстановки по линии борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом свидетельствует о сохраняющихся угрозах безопасности Кыргызской Республики со стороны международных террористических и религиозных экстремистских организаций. За 2020 год органам ГКМБ Кыргызской Республики предотвращено 2 террористических акта, зарегистрировано 229 РПП уголовных дел, задержано 29 террористов и их пособников, из них пребывающих в зонах вооруженного конфликта 7 боевиков. Задержано 28 экстремистов, привлечено к уголовной ответственности 35 человек, водворены из Кыргызстана 19 иностранных джихадистов. Осуждено 19 человек. Выявлено 15 фактов использования незаконно выданных и поддельных паспортов Кыргызской Республики. Пресечены 2 канала финансирования террористической деятельности с изъятием крупной партии фальшивой иностранной валюты в долларах США. Изъято 3 единицы взрывчатых веществ, 13 единиц огнестрельного оружия. Выявлены и удалены 10 181 экстремистских публикаций, 654 видеороликов и 9 сайтов и каналов. Вот по части экстремизма. Теперь по линии противодействия организованной преступности. С момента публичного оглашения мной войны против криминала Госкомитетом национальной безопасности Кыргызской Республики была совместно начата целенаправленная работа.
В первую же очередь задержан лидер доминирующего в республике ОПГ, так называемый вор в законе Камче Асамбек. В настоящее время нами проверяется его причастность к ряду транснациональных преступных операций, связки с другими криминальными группировками стран СНГ. В рамках следствия проверяется и обстоятельства совершения резонансных преступлений за последние годы, где расследуется причастность к ним группировки Камче Асамбека. Вторым этапом работы сотрудников ГКМБ была направлена на пресечение действий активных членов ОПГ, которые безнаказанно наводят кошмар на население и предпринимателей в областях. В Джалабадской области за причастность к ряду тяжких преступлений задержан главарь региональной преступной группировки Ернис Мурзахметов, кличка Чач, и несколько членов его группировки. Этот Чач со своими подельниками держал в страхе практически все население Джалабадской области. Дело дошло до того, что его группировка, целенаправленно протаранив автомашину сотрудников милиции с применением оружия, пытались его убить, а также покушались на жизнь других гражданских лиц. Люди перестали верить правоохранительным органам, поскольку криминалу все сходило с рук. Эти же ОПГшники избили спецназовца МВД. Это видео гуляло в интернете. Избивали и наводили страх на других простых граждан. Облагали данью предпринимателей. При этом правоохранительные органы молчали и не смогли принять по отношению к нему законных мер. В Вольской области ГКМБ возбуждено уголовное дело на Кадыра Досанова, известного в криминальных кругах по кличке Дженго. Сейчас он объявлен в розыск. Скоро мы его поймаем. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Как мне доложили мои сотрудники, Досанов при прежней власти открыто вмешивался в деятельность госорганов, судов, давая им указания выносить то или иное решение. Не говоря о сотрудниках правоохранительных органов, которые вместо того, чтобы бороться, сращивались с ними и выполняли их указания. Сейчас в ГКМБ такая работа ведется повсеместно. В Чуйской области наши сотрудники задержали членов ОПГ, позиционировавших себя смотрящими за город Токмок и Ойским рынком. Естественно, мы отслеживаем реакцию населения на проводимые нами задержания. Самое главное, реакция населения положительная. Повышается доверие населения к деятельности правоохранительных органов. Ролики с содержанием и активными мероприятиями нами освещается целенаправленно. Это не пиар. Цель – профилактическое воздействие на криминальных элементов и молодежь страны, чтобы отбить у них всяческий интерес к криминальной романтике и тюремной жизни, к легким незаконным деньгам. Все задержания производятся жестко, вплоть до применения огнестрельного оружия нашим спецназом «Альфа». На днях по материалам Баткенского управления ГКМБ в город Ош произведено силовое задержание криминальных элементов, которые, удерживая предпринимателя в заложниках, требовали у его родственников $20 000. При задержании один из криминальных элементов был ранен сотрудником спецподразделения «Альфа». Заложник был благополучно освобожден. Часть преступников задержаны, остальные разыскиваются. Применено огнестрельное оружие. Уважаемые журналисты, мы говорим о том, что никто не должен уйти от ответственности перед законом. Цель – научить, если надо, заставить жить по закону криминальных элементов. Теперь по части по линии АКС. По линии АКС. В данном контексте считаю необходимым заметить, что работа ГКМБ по выявлению и возмещению причиненного государству материального ущерба не была сконцентрирована только на деле Матраимова. Мероприятия в данном направлении являются планомерными и систематизированными. Так были созданы следственно-оперативные группы по наиболее резонансным уголовным делам о преступлениях экономической и коррупционной направленности, по которым был выявлен крупный ущерб государству.
В настоящее время уже можно констатировать эффективность работы в данном направлении и озвучить ее первые положительные результаты в виде возмещения государству причиненного ущерба от указанных преступлений. Если рассказать по части возмещения ущерба, с 1 января 2020 года до 23 декабря 2020 года возмещено всего 2 миллиарда 816 миллионов сомов. Всего 2 миллиарда 816. С 20 октября по сегодняшний день за 2 месяца было возмещено 2 миллиарда 700 миллионов сомов. Разница 116 миллионов сомов за 10 месяцев 2020 года возмещено и 2 миллиарда 700 миллионов сомов за 2 месяца 2020 года. Разницу, я думаю, сами посчитаете. Так, насчет Матраимова вы очень хорошо, постоянно интересуетесь, поэтому я по нему дам подробную информацию. Из них Матраимову возмещено 1 миллиард 400 миллионов сомов на сегодня. Вместе с ними были еще возмещены теми другими лицами, которые там были привлечены по данной работе. Раджабалиевым 12 миллионов сомов, Борумбаевым 8 миллионов сомов. Кроме этого, со стороны участников внешнеэкономической деятельности возмещено в бюджет государства денежные средства в размере 301 миллионов сомов. Так. Матраимовым возмещено полностью 2 миллиарда сомов на сегодня. Следует отметить, что из указанной суммы, из 2 миллиарда 800 миллионов, 1 миллиард 400 уже 2 миллиарда сомов, так, Матраимовым, 1 миллиард 400 уже перечислено в бюджет республики на сегодня наличными деньгами. Обращены в доход государства недвижимое имущество в виде одного торгового центра и 9 квартир на сумму 600 миллиардов сомов. 601 миллиардов сомов. Так. Таким образом, он заплатил 2 миллиарда сомов. Считаю также необходимым заметить, что в рамках данного уголовного дела также был установлен ущерб в размере 53 миллионов сомов, причиненный другими участниками, соучастниками Матраимова, которые также возмещены в бюджет в полном объеме. Таким образом, ущерб в размере 2 миллиарда 53 миллионов сомов к настоящему времени возмещен полностью. А уголовное дело в отношении Матраимова будет в кратчайшие сроки направлено в судебные органы для рассмотрения по существу. Насколько вам хорошо известно, что ГКМБ на постоянной основе информирует общественность о ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя таможенной службы Раймбека Матраимова. В настоящее время уже можно сообщить некоторые детали расследования данного уголовного дела, к которому граждане проявляют особый интерес. Ввиду необходимости соблюдения тайны следствия, я сейчас не могу дать полную информацию по данному делу, но могу сказать, что ГКМБ в очень сжатые сроки была проведена колоссальная работа по демонтажу коррупционных схем в таможенных органах и получению важных и, самое главное, неопровержимых доказательств вины Матраимова. Установлен ущерб, причиненный им государству в размере 2 миллиардов сомов. Все это деятельности, которые были связаны внутри нашей страны. Добытые доказательства явились одной причин признания Матраимовым своей вины, заключение соглашения о сотрудничестве и полное содействие расследованию, в том числе изобличением других соучастников преступления. Очень важным
аспектом работы по данному делу был вопрос возмещения установленного ущерба. И сегодня я уже могу точно сказать, что принятыми ГКМБ мерами Матраимов полностью возместил государству ущерб в размере 2 миллиардов сомов. Я вам уже ранее рассказал, из этих 2 миллиардов, 1 400 000 он перечислил в бюджет страны наличными деньгами, 600 миллионов сомов он обращен в доход государства недвижимое имущество в виде одного торгового центра и 9 квартир на сумму 600 миллионов сомов. Так, торговый центр мы собираемся передавать государству, которое государство и далее будет получать доход, а 9 квартир оставляем для сотрудников ГКМБ. Из них одна квартира, она большая, 250 или там, я не знаю, 280 метров в квадрате. И эту квартиру, большую квартиру, конечно, никто из наших сотрудников не может жить. Мы хотим передать детскому дому, какому-нибудь детскому дому или каким-нибудь там социальным объектам, учреждениям хотим передать. В скором времени, буквально 2-3 дня, и выйдет постановление правительства, мы будем распределять данное имущество. Кроме того, одновременно с этим следствием по раскрытию других коррупционных схем, в которых, возможно, замешан Матраимов, будет продолжено, для чего уголовное дело будет выделено в отдельное производство. То есть уголовное дело не прекращено, оно будет продолжено еще более детально разбираться в деле Матраимова. В рамках данного уголовного дела будут проверены данные, в том числе касающиеся возможной причастности Матраимова к коррупции в таможенных органах в период после его освобождения от должности заместителя председателя таможенной службы. О результатах расследования данного дела ГКМБ обязательно будет информировать общественности и о причастности международных контрабандных преступлений и с другими государствами, то есть Россией, Китаем, Казахстаном, нашим ближайшим соседям Узбекистаном, потому что мы считаем, что преступление Матраимова, оно не должно ограничиваться, то есть оно не ограничивается только внутри страны. Мы считаем, что он мог это преступление совершать еще сообща с другими такими же преступными элементами других стран. То есть по таможенной контрабанде. Это с Россией, Китаем, Казахстаном возможно. Поэтому данное уголовное дело будет продолжено. Есть таблица возмещения. Я думаю, эту всю таблицу я вам не буду перечитывать. Теперь я хотел бы вам подробную информацию дать, какие имущества мы получили и по каким ценам, чтобы общественность было это понятно. Так, мы получили нежилое помещение с земельным участком общей полезной площадью 6900,8 квадратных метров, расположенные по адресу город Бишкек, проспект Жибек-Жолу, 381, улица Ибраимова, 152, на земельном участке площадью 2533 квадратных метров. Идентификационный код 1030300240492. То есть данное имущество было полностью на него зарегистрировано. Определение рыночной стоимости земельного участка нежилого помещения происходило следующим образом. Курс доллара США по отношению к кыргызскому сому на период 16 декабря 2020 года составил 82,60 сомов. С учетом корректировки ориентировочной средней стоимости 1 квадратного метра земельного участка насчитано по 2400 сомов, это 29,2 долларов США. Средняя рыночная стоимость земельного участка составила 6 миллионов 79 тысяч 200 сом.
то есть это 73 598 долларов США. Расчет 2,533 умножить 2400, 6 миллионов 79 тысяч 200 сомов. Рыночная стоимость нежилого помещения земельным участком за 1 квадратных метров по 78 тысяч 99 сомов, 99,66 сомов. То есть 78 100 сомов, да, получается. Это 945 долларов США. Общей полезной площадью 6900,8 квадратных метров. На период 16 декабря 2020 года с корректировкой составил 538 миллионов 950 тысяч 177 сомов. Это 6 миллионов 524 тысячи 820 долларов США. Так получается, мы данное нежилое помещение, то есть торговый центр, взяли у него, если так обобщать, по 945 долларов за метр квадрат. 945 долларов. Знаете, торговые центры в данный момент продаются по 1500 долларов, по 1200. Он как раз и настаивал нам, что там мы покупали у него, то есть брали у него в расчете по 1500 долларов метр квадратный. Нет, мы провели расчет, так, хотели, чтобы там данное имущество попало в руки государства по рыночной, даже ниже рыночной цены. Так, 945 долларов за метр квадратный данное помещение взяли. Второе. Квартиры в количестве 9 единиц, общей площадью 1032,8 квадратных метров. Средняя рыночная стоимость за 1 квадратный метр составила от 41 973 сомов до 67 699 сомов. В зависимости от общей площади предоставленной квартиры. Общая сумма за указанные единицы квартиры составила 56 миллионов 353 тысячи 202 сомов. Это в долларах получается 682 тысячи 242 долларов США. Курс доллара США по отношению к кыргызскому сому на период 16 декабря 2020 года составил 82,60 сомов. Соответственно, за 1 квадратный метр площади цена в долларах варьировалась от 508 долларов до 819 долларов США. То есть все квартиры ремонтированные полностью, то есть квартиры, которые сейчас люди, он сдавал, люди жили. Сейчас освободил все квартиры, и эти квартиры мы берем в доход государства. Только одна квартира требуется, оказывается, ремонт, мы эту квартиру отремонтируем и передадим социальным учреждениям. Таким образом, уважаемые коллеги, мы сегодня по Матраимову обещанных его выявленных 2 миллиарда сомов возместили государству. Теперь еще что осталось у меня вам сказать. Экономическое преступление. По линии правоохранительной и судебной системы, то есть должностных преступлениях, хотел бы до вас довести маленькую информацию. Так, по линии правоохранительной и судебной системы. По факту создания устойчивой коррупционной схемы при конкурсном отборе кандидатов в управление патрульной милиции, далее УПМ, ГУВД город Бишкек, а также при прохождении в
врачебной комиссии в медицинском управлении МВД Кыргызской Республики. В результате за систематическое получение взяток задержаны заместитель начальника ГУБОБ МВД Кыргызской Республики, полковник милиции Нур Сатыбалдиев. Возместил бюджет государства 2 миллиона сомов. И начальник медицинского управления МВД Кыргызской Республики, подполковник милиции Джакопов. По факту получения взятки в сумме $50 000 США за возврат ранее арестованного контрабандного груза задержаны бывший заместитель руководителя аппарата правительства Кыргызской Республики Калмуратов и экс-заместитель председателя ГСБ Джамгырчиев. Ведется следствие. Пресечена деятельность, пресечена деятельность преступной группы из числа сотрудников СБОН МВД, причастных к фактам фальсификации доказательств сбыта наркотических средств. В рамках проводимой работы по пресечению противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов Кыргызской Республики, причастных к покровительству незаконному ввозу контрабандного ГСМ, при этом задокументирован факт незаконного ввоза более 6000 тонн ГСМ. Принятым мерам в бюджет государства возмещено 30 миллионов сомов. За незаконный сбор денежных средств у руководителей территориальных подразделений госрегистра для покрытия расходов избирательной кампании одного из политических партий задержаны директор государственного управления кадастра Маматов и директор государственного агентства земельных ресурсов Ботобаев. При этом установлено причастность к данному преступлению бывшего председателя ГСБ Таирова, который также задержан и водворен в СИЗО ГКМБ. В рамках проверки обращения жителей Гойской области возбуждено уголовное дело по факту рейдерского захвата угольного месторождения и незаконной реализации угля был задержан старший прокурор отдела Ойской областной прокуратуры Омирзаков и его 7 сообщников. В ходе следствия установлен предварительный ущерб государству в сумме 50 миллионов сомов. По факту коррупции при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы местный суд, судебной системы Кыргызской Республики и заключение фиктивного договора с одной из IT-компаний на разработку программного продукта задержаны руководитель учреждения информационных технологий, атлет СОД при судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики Атлекеева и руководитель IT-компании ОСО Центр бизнес и инновации Задорожный. В ходе следствия установлен предварительный ущерб государству в сумме 8 миллионов сомов. Также проверяется причастность к данному преступлению у руководства Верховного суда Кыргызской Республики, ведется следствие. И здесь конкретно есть причастность к данному преступлению председателя Верховного суда Кыргызской Республики. Мы подготовили про нее полностью документированную документацию. В скором времени подадим дисциплинарную комиссию. Если они одобрят, мы ее привлечем к ответственности. То есть задержим и себе приведем. По факту вынесения неправосудных решений, ущерб государству и незаконного обращения задержан судья Верховного суда Кыргызской Республики Османалиев, который, не имея соответствующих законных источников дохода, приобрел и эксплуатировал многочисленные объекты движимого и недвижимого имущества. У него около 20 квартир по городу. При этом в настоящее время за причастность к аналогичным фактам незаконного обращения проверяются другие представители судебной системы. Мы будем проверять каждого судьи Верховного суда. Так? Об этом я еще позже скажу вам, кого как мы проверяем. На сегодня мы уже подали на 3 судьи дисциплинарную комиссию. Если сегодня-завтра они примут решение, мы их сегодня-завтра же задержим. Выявлены факты вынесения судьям неправосудных решений в пользу преступной группы лиц, завладевших рейдерским путем имуществом иностранных инвесторов. По факту создания, я фамилию не буду перечислять, потому что это у нас по секрету идет, по ним сейчас рассматривается дисциплинарная комиссия. По факту создания устойчивой коррупционной схемы в процессе осуществления прокурорского надзора за систематическое получение взяток
были задержаны прокурор Аламадинского района Чувской области Стакеев и его заместитель Мойдунов. В данный момент еще рассматривается несколько таких дел по прокурорским работникам. Вот общая моя информация. Если есть ваши вопросы, я готов ответить. Спокойно можете задать. Каждый может получить ответ. Пожалуйста. При ответе я могу эти документы поднимать, поэтому не спеша можете получить информацию. Пожалуйста. Задавайте. Жалова санаторийдеги басып алуу иштерине сиздин тиешиңиз бар экенин айтылып атат, анан ошого кандай көңүл бурасыз? Биринчи сурооңуз эмнени айттыңыз эле? Кемин районундагы 9 жаштагы кыздын видео кайрылуусу. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул видео кайрылууну коомчулукка тараган. Ошонун негизинде мен атым аталгандыгына байланыштуу мен Чүй облустук башкармалыкка тапшырма бергем. Мен өзүм ал жака чыгууга мүмкүнчүлүгүм болбоду, убактым жетпеди. Алар барып жеринди текшеришти. Жерин текшерүү буга чейин да жүрүп атат. Азырдагы ал үй бүлөгө материалдык жардам биздин сотрудниктердин тарабынан көрсөтүлдү, кызматкерлер тарабынан. Мыйзамдуулугу боюнча бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп жатат. Жанагы кайга мен тиешем бар? Вот Жалауаттагы курорт боюнча. Жалауаттагы курорт боюнча мага бир видео келет. Ал жерде ошо курортту басып алам деп барган адамдар менин атымды айтышып, якобы от меня получили разрешение. Так? После этого я дал поручение своим сотрудникам по Жалалабадской области управления. Они выехали на место, обнаружили этих людей, так, и начали проверять их законность их действий. Получилось так, что эти люди незаконно действовали. Их приказы, которые они показывали в руках, были незаконными. Поэтому мной было дано поручение их задержать и привлекать к ответственности. По этому поводу я еще разговаривал прокурором, генеральным прокурором, чтобы их не отпускали. Таких людей на местах самозванных людей, действующих от имени разных руководителей, сейчас стало больше. Поэтому это должно быть уроком для каждого из них. Никто вне закона, то есть не может завладеть никоим образом, никаким имуществом. Это чужое, или это собственное, или государственное. Тем более какие-нибудь там государственные должности. Поэтому этих людей, двоих, в данный момент задержаны, они сейчас находятся в СИЗО Жалалабадской области, то есть УВД Жалалабадской области. Райымбек Матраимов түзгөн коррупциялык схемада мамлекетке келтирилген чыгым 2 миллиард сом деп эмненин негизинде эсептелип чыкты? Кандай негизде? Акыркы иликтөө чыккан затта Райымбек Матраимов жанагы жакындарга тиешелүү чегелгөдөгү мүлктөр табылды. Анан ошол иликтөөгө реакция болобу? Улуттук коопсуздук кызматы маалымат тараткан Райымбек Матраимов түзгөн коррупциялык схемада бажыда 40га жакын киши катышкан деп. Алар кимдер? Кармалгандар бары, аты жөндөрү тууралуу. Дагы бир суроо, ушу Матраимов Магнитский тизмесине киргени боюнча сиздин реакцияңыз. Анан Олкунбаевдин Жуншалиев издештери жүрүп жатабы, алардын баары экени азыр сизге атайын кызматка белгилүү. Жыйынтыктап сурайм, сиз баары бир саясатчысыз да. Бирден бербейсиз, эсиме чыгып калды уже, не айтканыңыз эле. Конституцияны өзгөртүү боюнча сиздин пикириңиз кандай? Анан башкаруу формасынын кандай боюнча референдум өткөрүү тууралуу? Урматтуу журналисттер, насчет Матраимова, я думаю, я вам дал подробную информацию. То, что там Матраимовым было нанесено ущерб государству, бюджету около 2 миллиардов сомов, было установлено следствием. По ходу следствия было установлено. Каким методом они устанавливали и каким образом это 2 миллиарда, а не 1 миллиард или там 5 миллиардов. Это все установлено следствием. Это раз.
Следствие подробно здесь рассказывать я не смогу. Самое главное, я скажу, что Матраимов сам как бы захотел с нами сотрудничать. Он рассказывал подробную информацию, каким образом он нанес. Например, один из эпизодов я могу рассказать. Он говорит о том, что мы спрашиваем, где вы эти деньги взяли? Они говорят, с каждой машины, которая переходит границу Китай, Кыргызстан, они получали от 500 до 3000 долларов. Так? За его время работы мы посчитали примерно, сколько машин должно пройтись, и каким-то образом ущерб оттуда тоже вышло. Так? Он открыто рассказывал. Да, он открыто рассказывал фамилии тех людей, с кем он это делал. Так? Я уже, по-моему, назвал вам фамилии нескольких людей. Там начальник Ольской таможни там был, замначальник республиканской таможни был. Так? И с них мы как бы возместили около 53 миллиона сомов. Я уже говорил. Есть у нас список 38 человек, которые были причастны к данным таможенным преступлениям. Из них около 10 мы уже как бы проверили, отпустили, потому что они, оказывается, ни при чем были. А остальных проверяем. Вот один заплатил 8 миллионов, другой заплатил 12 миллионов, третий заплатил 30 миллионов. То есть они, каждый будет платить по мере нанесенного ущерба государству. Четырка мүлктері бойынша я уже, мен азыр айтып өттім сіздерге, вот, я уже вам рассказал, что там по Матраимову дело не закончено. По Матраимову дело теперь будет расследоваться его причастности к внешним связям, контрабандным связям. То есть мы будем расследовать его имущество в других странах, в Дубае, в Америке, Европе и других азиатских странах. Если они найдутся, если мы как бы докажем, что у него не имеет какие-то отношения к этому имуществу, естественно, мы будем принимать меры, законные меры. Я еще раз предупреждаю, что по Матраимову дело еще не закончено. По Матраимову мы дальше будем расследовать. Я всех журналистов, общественности и других людей, причастных к этому делу или знающих чего-либо по этому поводу, просим сообщить нам. Джуншалиев, Опумбаев бойынша дело находится в Генеральной прокуратуре. Они являются военнослужащими, поэтому данное дело расследует военная прокуратура. Матраевтер бойынша қырғызша айтып беріп қояйын. Матраевтер бойынша мен башында айтып өттім. Матраев бойынша еш тоқтаған жоқ. Матраевтің біздің мемлекетіміздің ішінде жасаған қылмыштары бойынша дело расследование бүтті. Изилдени бүттү, биз аны сотко жөнөтөбүз, жакынкы убакта жөнөтөбүз. Себеби анын айткан бизге мамлекетибизге келтирген зыянынын 2 миллиардын биз алдык. Эми Матраимовго сырт жактан кылган кылмыштары боюнча, башка өлкөлөр менен кылган контрабанддык кылмыштары боюнча, бул Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Россия или башка мамлекеттер менен кылган кылмыштары боюнча биз жаңыдан кылмыш ишин ачып, ошону тергей баштадык. Эми биз сырт жакка чыгабыз. Андан башка Матраимовдун сырт жактагы кайсы бир мүлктөрү болсо, ошолорду дагы биз азыр тактайбыз. Мына Дубайда мүлкү бар деп атат, Америкада мүлкү бар деп атат, Европада мүлкү бар деп атат. Ошо мүлктөрдү тактайбыз. Матраимов бизде азыр домашний арестте калат. Аны өлкөдөн чыгарбайбыз. Ал биздин колубузда болот, Матраимов. Ушул иштер аягына чейин такталып бүткүчө. Мен азыр беренелерин эсимде жок, кайсы менен ачылганынчы. Вот так болгон маалыматты айтып атам. Эми аны следствиеден тактасаңыздар болот. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Алтай, я Сахипресс, у меня к вам 2 вопроса. Можете, пожалуйста, сказать, когда будут первые результаты по демаркации госграниц? И второй вопрос, есть ли какая-нибудь оперативная информация о возможной дестабилизации общественно-политической ситуации во время или после президентских выборов?
Насчет демаркации, делимитации госграниц. Я являюсь председателем Государственной комиссии по данному вопросу. Мы уже один раз провели с нашими соседями, коллегами с Узбекистана. И данная работа была проведена, как бы, всегда так было. По госграницам, когда обсуждаем, это просто так легко не проходит. Мы, например, последний раз, когда обсуждали с узбекскими коллегами, 3 часа 05 минут ночью только подписали протокол. Понимаете, какой тяжелый разговор был, тяжелые переговоры были. 3 часа мы только подписали, 3 часа ночью подписали данный протокол. О чем мы договорились? Мы договорились об общих наших границах, о принципах нашей работы. И в основном разговаривали по части демаркации госграниц. Что при проведении демаркации, при установлении границы, данную работу проводили повсеместно. Не каждая страна отдельно, а повсеместно. Даже о принятых местах, о принятых решениях мы должны исполнять вместе, чтобы ни один шаг земли не переходило к другому государству, или каким-то образом мы по незнанию не перешли в сторону других государств. Поэтому данная работа будет продолжена. И результаты, они как бы сразу не наступят. Результаты будут, но мы будем как бы внимательно, очень внимательно будем эту работу проводить. Кроме того, второй вопрос по части, возможны ли какие-то дестабилизационные ситуации после выборов? Возможно. Но мы будем пресекать это все. Мы будем пресекать этой ситуации. У нас все данные имеются, кто чем занимается, какой кандидат готовится к этому. Даже документируем. После выборов по отношению этих кандидатов будем принимать меры. У нас есть конкретная информация, что некоторые кандидаты не ведут предвыборную кампанию, а готовятся к дестабилизации ситуации после выборов. Мы этого, я очень надеюсь, что не допустим, тем более наш народ этого не допустит. Пусть эти дестабилизирующие силы, если выведут на улицу 1000 человек, 5000 человек, 10 000 человек, люди подумаются миллионами. В данный момент. Миллионами люди подумаются. Пусть у них не будет никакой надежды о том, что они проведут, каким-то образом захватят власть или каким-то образом проведут какие-то дестабилизирующие митинги. Этого мы не допустим. Не допустим. И я, знаете, человек как бы слова, я никогда как бы назад шага не даю. Идем только вперед. Выборы пройдут спокойно, выборы должны пройтись по воле народа. Никто, ни деньги, ни власти, ни другие группировки не должны оказывать влияние на результаты выборов. Народ сам должен выбрать своего президента. Давайте дадим возможность народу, хоть один раз дадим возможность народу, чтобы он выбрал своего президента. Я думаю, так и будет. Добрый день, меня зовут Бахыт Смаилов, я со «Спутник Кыргызстан». Вопрос про квартиры Матраимова. Кто принял решение о том, что они должны быть переданы сотрудникам ГКНД? Может быть, их стоило передать врачам, учителям, которые наиболее пострадали и участвовали в борьбе с пандемией? И второй вопрос. Ранее на пресс-конференции вы объявляли войну криминалу. Как вы считаете, вы победили ОПГ в Кыргызстане? И почему борьбой с преступностью занимается ГКНД, а не МВД? Говорит ли это о бессилии МВД или ОПГ? Насчет квартиры Матраимовых, уважаемые журналисты, да, у нас очень много проблем в стране. У нас и врачи, и медики, и другие слои населения очень нуждаются в квартирах, в жилье нуждаются. Но тем не менее, это не 90 квартир, это не 900 квартир, это всего 9 квартир. 9 квартир, которые мы обратили в государство по, как говорится,
отличной работе наших сотрудников. Поэтому это мы решили. Это мы решили этих квартир передать сотрудникам ГКМБ, которые годами, десятилетиями, 20-30 лет служат и живут на квартирах. Этим ребятам мы передадим. А насчет борьбы с преступностью, уважаемые журналисты, борьба с преступностью, она ведется со всеми правоохранительными органами, и милицией, и нами ведутся эта работа. Так? Но мы ведем не мелкими хулиганствами, не какими-то мелкими преступлениями. Мы ведем борьбы с ОПГшниками, так? Ими главарями бандитов, тех людей, которые в последнее время наводили нашу страну. Теперь, отныне, я повторяю свои слова, данное первое интервью, отныне ни один бандит, ни один глава бандита в нашей стране никоим образом не будет влиять на какие-нибудь общественные процессы. Так? Ни одного главаря бандита в стране не оставим. Хоть он вор в законе, хоть он смотрящий, положенец, такого не будет. Дайте нам информацию, в каком городе, в каком местности какой-нибудь даже авторитет среди криминальных группировок спокойно ходит. Ни одного бандита спокойно в нашей стране не будет ходить в дальнейшем. Пусть они не надеются, что мы успокоимся, скажем, потом успокоимся. Это я не успокоюсь. Я не успокоюсь. Теперь общество должно быть свободно от бандитских криминальных группировок. Спокойные люди, живущие своим трудом, должны свободно жить в нашем обществе. Бандиты, сейчас вот, насколько вы хорошо знаете, очень хорошо живут. У них хоромы, у них двухэтажные здания, они на хороших машинах ездят. Теперь этого не будет. Пусть попробуют они жить сейчас в хороших домах, ездить на хороших машинах. Мы этого не допустим. Сейчас будем расследовать каждого лидера преступных группировок по всей стране. Хоть это в Чолпанате, хоть это в Джалабаде, хоть это в Баткене, везде. Поэтому я еще раз обращаюсь к этим криминальным группировкам, их лидерам. Если не будете жить по закону, если, не дай Бог, попробуете повторять свои незаконные действия, облагая какими-то штрафами предпринимателей или простых граждан, вы будете привлечены. Вы будете привлечены согласно закону. Я вам один свежий факт приведу. Когда мы уже как бы нейтрализовали всех лидеров криминальных группировок, сейчас теперь уже вышли спортовщики. Спортсмены уже выходят. Вот вчера, буквально вчера, позавчера, по-моему, поймали спортсменов, борцов, так, мастеров спорта страны, чемпионов страны, их близких, родных братьев, которые облагали данью предпринимателей. Уважаемые спортсмены, я к вам тоже обращаюсь. Вы, спортсмены, должны поднять флаг нашей страны по всему миру, а не принимать участие на каких-то криминальных разборках и каким-то образом давить на людей. Этого не будет. Хоть он спортсмен, хоть он знаменитый, не знаменитый, чей-то родственник, мы на это не будем смотреть. Так? Отныне все спокойно будут жить. Я повторяюсь, ни один бандит не будет в нашей стране каким-то образом влиять на какие-то общественные процессы. Ни на выборы, ни на какие-то там должностные дела или каким-то образом предпринимательские дела. Но среди предпринимателей тоже очень много людей, которые с бандитскими группировками работают. Мы вас также выявим скоро. Как вы кормили бандитов, как вы им дан платили добровольно, этого не будет. Если какой-то лидер криминальных группировок останется в нашей стране, значит он будет жить только по закону. По закону не будет жить, мы его или в тюрьму отправим, или он будет жить в другой стране. Этого я обещаю. Я как
глава ГКМБ, этого обещаю, по всей стране. Говорят, что Досонова не ловит. Досонова поймаем. Досонова в скором времени мы поймаем. Никуда Досонов не денется. Мы знаем, где он находится. В соседних государствах находится. В Таджикистане находится. Переходит в Узбекистан. Только к нам переходит. Мы его поймаем скоро. И ему жить спокойно не будет. Вот недавно два человека из Досоновской группировки, США, как бы отреклись от своих прошлых криминальных действий. Они публично выступили. Мы их отпустили пока. Мы их пока отпустили. Но если дальше заметим, что они там каким-то образом будут привлечены к каким-то криминальным делам, мы их будем привлекать. Поэтому, уважаемые журналисты, уважаемые общественности, дайте нам информацию. Вот недавно, буквально 3 дня назад, как бы задержали двукратного чемпиона мира по алышу. Двукратный чемпион мира по алышу. Тоже занимается криминальными разборками. Так? Тоже спортсмен. Поэтому никому никакой пощады не будут. Это вы должны знать. Спасибо. Чоткараев ишинде дагы менин штабымда иштеген, ошон үчүн баягы саясий иш менен кармалды деди. Андан кийинкиси баягы ошто сиздер УКМК чакырбадыңыздар беле? Жалил Атамбаевдин баласы боюнча ошого чара көрдү. Кыргыз айтып Так, Сегизбаевдин айткандары боюнча Абсатаров бул жерде чечип атат. Никакой не Абсатаров никто не будет решать. ГКМБ все дела буду решать я, как глава ГКМБ. Так, я буду руководить этим процессом, я буду возглавлять данное ведомство и буду принимать решения я. Естественно, наши уважаемые сотрудники в этом мне будут помогать, в этом будет собирать все соответствующим образом документирование. Так, по части кого не дадим сдать? Чоткараев боюнча. Чоткараев никоим образом не связан его работой с Сегизбаевым. Так. Чоткараева возбудили уголовное дело по контрабанде золота, которое было совершено, по-моему, или 3, или 4 года назад. Так? Сейчас ведутся следствия, по окончании следствия суд будет принимать решение. И здесь никакой Сегизбаев никакого отношения не имеет, и тем более его штаб. Жалил Атамбаев боюнча, урматтуу журналисттер, бул боюнча мен бир эки сөз айтып кетейин. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө мамлекетибизде мындай оорчулук болуп турганда, коомубузда моундай пандемия басып турганда, элдердин жашоосу кыйын болуп турганда, суук болуп көчөдө моонтип баардыгы ушундай болуп турган маалда Жалил Атамбаев эмне кылып атат? Миңдеген адамдар топтоп алып той берип атат. Биз ойлойбуз, бул элдин коомчулуктун бетине түкүргөндүк болот. Так, эгер ошо адамдын байлыгы болсо, адамның көп имуществосы болса, башкасы болса, берсин элге, мамлекетке берсин. Мына той кылып, тоюнда 3-4 жанагы машинаны призге коюп, бул деген өтө мындай элди тоготпогондук болуп эсептелинет. Мындан ары андай болбойт. Андай допускать этпейбиз. Анын баласы бизде иштейт экен, баласы эми үйлөнүптүр, үйлөнгөнүң үчүн деп туруп, аны жумуштан айдап берсек болбойт деген таризде баласына строгий выговор бердик. Строгий выговор бердик. Эми баласы жакынкы 1-2 жылда по лестнице, по служебной лестнице не может подняться за поступок отца. Так? Теперь пусть это будет уроком для всех богачей. Для всех богачей пусть это будет уроком. Да, свадьбы у нас должны быть. Свадьбы должны быть. Тойлор болуш керек, башка болуш керек. Но надо бир мени караш керек да, бир баягы моралдык жакта дагы. Анан сырткары мына соттор боюнча мен жана айтып атпадымбы? Сотторду биз кантип текшеребиз? Соттор мына айрыкча жогорку соттун соттору, мына бул ошол соттор, жогорку сот 35 сот бар экен. Баары 570 жиптерде жүрүшөт, мерседестерди минип жүрүшөт, Геленвагендерди минип жүрүшөт. Биз ушинтип сотторго айтып атсак, кече бир сот 2 күн алдын үй бүлөсүн алып алып Дубайга дем алган учуп кетиптир. Бул эмне деген акмакчылык?
Сот, жогорку соттун бир судьясы учуп кеттир. Кече мен ал сотко уже териштирүүнү дайындадым. Териштирүү башташты ал сот боюнча. Ошол бул жерде ошол Дубайга учуп барган эле 4 адам учуп барган эле. Учуп келген эле дем алып келген эсептесек эле 15-20 миң доллар акча болот экен. Сот ал акчаны кайдан алды? Соттун бир кийген шубасы 5 миң доллар турат. Сапогу 1000 доллар турат. Минген машинеси 100 миң доллар турат. Жашаган үйү $1 миллион турат. Андан сырткары мына шаарда квартираларды алып, мына кече кармаган сотубуздун 20 квартирасы бар экен. Бул эмне деген акмакчылык? Демек, биз буларды тартипке келтирмейинче коомубуз оңолбойт. Коом оңолбойт. Бардык соттордо ар бир сотту карап чыгабыз. Согласно декларация. Декларация эмне жазылган? Ошо менен жашайт. Декларация жазылганбы? Баягы ВАЗ-2106 деп жазып коюшат. Ошону минет. Эч кандай жип минбейт. Судья. Так, декларация жазылганбы? Панельный дом, двухкомнатной хрущевки. В этой хрущевке будет жить он, этот судья. Никаких-то хоромах он не будет жить, который стоит $1 миллион. Этого я обеспечиваю. Это обеспечу. Почему? Потому что нам нужна социальная справедливость. Уважаемые журналисты, социальная справедливость. И этого пока кто-то не возьмется, если мы будем вот так проходить, друг на друга не трогать, не замечать, не смотреть, будем как бы потихоньку жить, значит, эта социальная несправедливость будет продолжаться. Мы этого не допустим. Вот я как бы воспользуюсь вашим присутствием, хочу обратиться к каждой судье, каждому государственному чиновнику, депутатам депутатам парламента, всем хочу обратиться. Уважаемые, живите посредством, живите посредством. Например, депутаты парламента, посмотрите, там приезжает на машинах, на дорогих машинах приезжает, а его декларацию поднимаешь, у него этой машины нет в декларации. А у него спрашивают, откуда машина? Он говорит, у родственника. Понимаете ли, все они научились свои богатства прятать через родственников. А у родственника кто? Родственник находится где-то там в Аиле, он работает колхозником. И у него в записи имеется 570 джип, который стоит сотни тысяч долларов. Ребята, поэтому прятать. Сейчас я знаю, многие из вас начнут продавать свое имущество, многие из вас начнут там как бы переадресовать другим своим родственникам. След-то остается. Каждого из вас мы будем проверять. Поэтому я вам советую что? Я вам советую, продайте, давайте свое имущество и доход государства. Или передавайте доход государства. Это буду работать я досконально. Пожалуйста. Виктор Алексеевич, вы подняли огромный пласт коррупции, криминала. За свою жизнь не боитесь? Но моя жизнь, она есть жизнь моего народа. То есть я свою жизнь посвящаю своему народу. И мне Бог и мой народ дал шанс, такую работу, такую возможность. Я хочу воспользоваться этим шансом. Чтобы для народа, для общественности использовать всю мощь, всю возможность государственной власти для того, чтобы привести порядок в обществе. Так? Никого шадить мы не собираемся. Ни родственников каких-то больших людей. Я по этому поводу, первый раз, когда сюда наступал, в эту должность, мы по этому поводу разговаривали с Садыром Нургоджоевичем. И мы с ним договорились, что никакого влияния, родственных связей, землячества и других моментов не будет. Так? И я так и буду поступать. Хамшик Кудыршаевич, я прошу прощения, у меня несколько к вам вопросов. По одному, пожалуйста, дайте. Вы сказали только что по суде Верховного суда, да, вы говорили, что возможно будет привлечение к ответственности Гульбары Халиевой. Можете конкретно сказать, за что это раз?
Во-вторых, вот здесь нам читатель задает вопрос по Нурбеку Аканову, задержанию спортсмена Баше. Можете тоже подробности сказать? Подробности о каждом деле я говорить не смогу, потому что ведутся следствия. Как бы раскрывать тайны следствия я не смогу. Но тем не менее, я вот как бы достаточно открыто рассказываю. Насчет Гульбары Калиевой, председателя Верховного суда. Да, по отношению к ней возбуждено уголовное дело, дело расследуется. Мы подготовили мы нашли достаточное количество доказательств о привлечении ее к уголовной ответственности. Мы данную как бы уголовное дело передали в дисциплинарную комиссию. Дисциплинарная комиссия, если примет решение о согласии привлечения ее к уголовной ответственности, мы ее привлечем, несмотря на то ее большую должность. Так? Мы считаем, что она нарушила закон, посредством чего нанесла как бы большой урон государству. Вот поэтому данный вопрос расследуется, оно будет доведено до конца. Я думаю, мы свое дело сделали, передали в дисциплинарную комиссию, еще раз повторяюсь. Оно примет решение, хоть сегодня, мы завтра ее задержим. Если не примет решение, тогда мы законное право не будем иметь. По какому факту? Факты не могу озвучивать здесь, потому что это тайное следствие. Но я вам уже рассказал, что имеется достаточных доказательств о привлечении ее к уголовной ответственности. Мына 30 жылдан бери кыргыз эли ушундай чырмалган жемкорлордун туткунунан чырмалган эл ойгонуп катуу бир күч менен келатат. Анын үстүнө жанагы мыйзам, баш мыйзам элдик референдум менен өлкө башчысын шайлоо бир күнгө келип такалганы бул элдин эң акылдууларындагы, жемкорлорундагы ушул 30 жылдан бери ким эмне иш аткарып жүрсө ошонун баары козголгон учурда сиз өтө жооптуу жана кооптуу ишке отуруп калдыңыз. Сиздин мындай бир кооптуу ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Жанатан бери угуп отурсак, 2 айдан бери аябагандай буга чейинки укпаган цифраларды угуп, ошонун баарын ишин мындай өзүбүзчө ич алдыбызда баалап атабыз. Бирок мындан аркысы да жакшы болсун, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Бирок эл жана орус тилинде айтып кеттиңиз, кыргыз тилинде да айтсаңыз, ошондой болсо дагы эл тынч эмес, жүрөк тынч эмес. Бул болуп көрбөгөндөй окуя болгон атат, бурулуш окуя болгон атат кыргыздын тарыхында. Ошондуктан сиздер баягы чоң милдетти жүктөп аркалап турасыз. Эл тынчындабы 10 январда кандай өтөт? Рахмат. Рахмат. Кечиресиз, мен экинчи вопросундагы баягы жүрөгү маселелерим бар. Көптөн бери журналист катарында ойлоп жүргөн. Мына жер маселелери, чек ара маселелери жөнүндө айтып кеттиңиз жана. Бирок ошондой болсо дагы Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында 58 спорный участоктор бар да. Ошонун 26-сы Жалал Абад областына карайт. Ошонун дагы 24-ü аксы менен тиги Ала Бука районуна карайт да. Анан өзүңүз билесиз, Оңгар тоо бар, ошонун маселеси чечилбей турат. Сиз ушул арада ошол маселелерге карадыңызбы? Кандай чечилип атат бул спорный вопростор? Анан дагы бир вопросум мореки ыктыярчы чек арачылардын тагдыры да. Буга чейин жанагы ыктыярчылар Өзбекстандын 2 лейтенанты генерал, то есть генералы бирдей. Буга чейин жанагы Шамил Атаханов вице-премьер-министр болуп турганда 2 бирдей күч Өзбекстан тараптан келип, жөнөкөй бир ыктыярчы чек арачынын аркасынан куугунтук мындай бир террорист катарында кабыл алып, ушундай чоң тагдырга туш болгон эле. Ошол ыктыярчы мамлекеттик чек арачыларга караганда ыктыярчы чек арачылардын эмгеги зор, өзүңүз билесиз, чек ара аймагында өсүп чогойгонсуз. Анан ошолордун деген мындан аркыдагы иш аракеттерине күч болуш үчүн, аларга үлгү болуш үчүн кандай болот? Жана алардын тагдыры
кандай болот деп ойлойсуз? Өзбекстан эч качан өздөрүнүн программасын, мыйзамдарын көп учурда өзгөртпөйт, бизде өзгөрүп турат. Алардын дагы баягы жүрөгү тынч жашаш үчүн кандай болуш керек? Рахмат. Мына 10 январ боюнча урматтуу туугандар, урматтуу коомчулук, 10 январда президенттик шайлоо референдум өтө турган болсо, Кудай буйрса, эл каалаган адам эч кандай акчанын күчү менен эмес, мамлекеттин күчү менен эмес, бийликтин күчү менен эмес, эл каалаган, эл тандаган адам президент болушуна биз шарт түзүп беребиз. Шарт түзүп беребиз. Эч кандай мамлекеттик органдар элдерди үгүттөп, элдерге кайсы бир элдерге басым жасабайт. Эл каалаган адам президент болот деген ойдобуз. Ал эми 10 январдан кийин кайсы бир күчтөр ошол элди чогултуп, анан кийин каким-то образом ошо элге мындай бир бийликти алып алабыз, же бир коомчулукка кандай бир чоң бир резонанс жараткан митингдер жасайбыз деген ойлору бар экен. Митинг жасоо ар бир адамдын өзүнүн эрки. Бирок коомдук тартипти бузганга биз жол бербейбиз. Так, жол бербейбиз. Эгерде кайсыл бир кандидаттар, биз ал кандидаттарды билебиз кимдер экенин. Алардын кантип иш кылып атканынан бери билебиз. Алардын кайсыл жерде ким менен кантип сүйлөшүп, ушул мамлекеттик жанагы эртең 10 январдан кийин 11 январга күч топтоп атканынан бери билебиз. Так, бирок урматтуу эл журт, мен ойлоймун андай нерсеге алар барбаш керек жана бара албайт. Эгерде алар 1000 адам чыгарса, 2000 адам чыгарса, 10.000 адам чыгарса, миллиондогон адамдар келип, аларды өз ордуна коюп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлоймун, мындай нерселерге биз барбайбыз, жанага биз жол бербейбиз деген ойдобуз. Эл бир жолу элге мүмкүнчүлүк берейличи, элге бир мүмкүнчүлүк берейли, эл өзүнүн президентин тандап алсын. Эл өзүнүн президентин тандап алсын. Кимди кааласа ошону президент кылып коюп алсын, анан кийин тагдырына жазганын көрөрбүз акыры. Ал эми чегара маселеси боюнча урматтуу журналисттер, биз чегарадагы биздин коңшулар менен жакшы мамиледебиз. Ошол Өзбекстан, Тажикстан менен жакшы мамиледебиз. Биздин Казакстан, Кытай тараптагы чегараларыбыз толук бүткөн. Аз бир гана Өзбекстан менен ошо Тажикстан калды. Өзбекстан менен бай сиз айткандай цифралар, алар туура эмес цифралар. Өзбекстан менен бизде азыр 9 участок калды, такталбаган. Бирок көйгөйлүү чоң 9 участогубуз калды. Биз буларды сүйлөшүп атабыз, Кудай буйрса тактап чечебиз деген ойдобуз. Өтө оор жолугушуулар, мындай сүйлөшүүлөр болуп атат. Бирок алар да бизди түшүнүп атат, биз да аларды түшүнүп атабыз. Ойлоймун биз буну чечебиз, Кудай буйрса чечебиз. Ал эми чегарачылар, ыктыярчы чегарачылар боюнча жакында эле биз ГКМБдын күнү болуп белгилегенде ыктыярчы чегарачыларга биз өзүбүз кайсы бир деңгээлде мындай бир сыйлыктарыбызды, медалдарыбызды тапшырдык. Биз бая айтып өтпөдүмбү? Биз Өзбекстан, Тажикстан менен азыр жакшы мамиледебиз. Эч кандай адамдарыбызды жанагыдай бирөөлөр келип кор кылып, бирөөлөр келип тебелеп, бирөөлөр келип мындай бир укугун тебелеген болбойт. Айрыкча мына чегара кызматы бизге азыр ГКМБга баш ийип калгандан кийин чегара кызматы менен биз күндө ушул маселелерди талкуулап турабыз, чечип турабыз. Кудай буйрса. НТС телеканалдар Хаджанбекова. Буга чейин Таир Бакиров жана Курманбек Дыйканбаевдер кармалганы белгилүү. Алар мамлекеттик кызматтан жана мамлекеттик ишканалардан акча алган, парламенттик шайлоо үчүн кайсы бир партия үчүн акча алган белгилет. Ошол боюнча денемдик маалымат айтып бересизби? Буга чейин дагы массалык маалымат каражаттарын айтылды, пенсияга келген соцфонддун акчасынан дагы алышкан экен депчи. Ошол канча мамлекеттин акчасынан канча акча алып ошол парламенттик шайлоого жумшады? Бул биринчи суроо. Анан экинчи суроо, сиз ушул атайын кызматтын төрагасы катары качанга чейин иштейм деген оюңуз бар? Парламенттик шайлоого катышуу ниетиңиз барбы? Ал болсо кызматты тапшырып беришиңиз мүмкүнбү? Мына Курманбек Дыйканбаев боюнча ачык эле айтып коеюн, урматтуу журналисттер. Курманбек Дыйканбаев бир мамлекеттик ишканадан 7 миллионго чейин сом акча алган. Так, ал мамлекеттик ишкананын башчысы, ошол жерде берген адамдар жана башкалар муну баарын толук тастыктаган. Жана бул изилденип чыкты. Эми ишкана кайсы экенин мен айтпай эле коеюн, анан до конца айтпай эле коеюн, макулбу? Бул бир. Экинчиден, мына бул
соцфонд боюнча. Соцфонд боюнча, урматтуу туугандар, соцфонд боюнча мындай болгон. Соцфонддун жетекчилери ар бир райондук башкармалыктан, район управления соцфонда собирали деньги. Акча чогултушкан. Акча чогултушуп, 40 миң, 45 миң сомдон акча чогултушуп, ошолор өздөрү арыз берип атышат. Чогултуп, ошол бир партияны каржылашкан. Мына. Эми андай болбойт. Эч ким эчкимдин акча чогултпайт. Ар ким өзүнүн эмгегине жараша жашайт. Ушул эле маселе госрегистрде дагы болгон. Госрегистрде дагы ошентип баягы өзүнүн подчиненныйларын акча чогултушуп беришкен. Ошондуктан мына госрегистрдин башчысы Маматов камалды, кадастрдын башчысы. Андан кийин госагентство по земельным ресурсам Ботобаев камалды. Алардын артынан алар кимге акча бергенине карап отуруп Таиров камалып атат. То есть ошондуктан ким кимден кайсы бир акчаны требовать эте турган болсо, мамлекеттик кызмат иштеп туруп, бизге кайрылгыла. Эч ким мындан ары коррупцион схеманы биздин Кыргызстанда жасабайт. Кто будет заниматься коррупционными схемами, кто будет коррупционными делами будет заниматься, особенно государственные чиновники, каждый из вас будет привлечены. Поэтому я очень прошу, чтобы этого не допускали. Экинчи сурооңуз эмне? Эми азыр мен мамлекеттик кызматта иштеп атам. Кудай буйрса, ушул мамлекеттик кызматта Алла Таалам берген мүмкүнчүлүккө жараша, денсаулыкка жараша иштейм деген ойдомун. Здравствуйте, Капчиев Абишевич. У меня такой вопрос. Вот вы начали свою пресс-конференцию и упомянули о работе внешней разведки и разведки. Скажите, пожалуйста, а в каких странах вы имели в виду, что нарастает террористическая опасность для Кыргызской республики, где проводится работа по выявлению, ликвидации вот этих угроз? Из каких стран идут угрозы? Это первый вопрос. И кого выявили, кого там уничтожили, что конкретно пресекли? А второй вопрос о разведке. Вы сказали, что специалисты иностранных государств ведут активную наградную деятельность. Какие страны вы имеете в виду? Что это за специалисты, какого рода ведут наградную деятельность? Что конкретно вред они причинили? Может быть, кто-то уже задержан и выявлена, пресечена деятельность? Вот не могли бы вы добавить конкретики? Какие страны вы имеете в виду? И что конкретно? Так, по линии терроризма. Уважаемый журналист, по линии терроризма я уже вам как бы поставил известно о том, что по этой линии у нас ведутся работы в основном с восточными нашими соседами. Это и сирийское направление, иракское направление, афганское направление. Так? Ведется очень много работ, и как бы раскрывать здесь, что было, как будет, невозможно, этого нельзя делать по нашей службе. Да? А вот по части подрывных работ других стран на территории нашей страны, да, у нас имеется много информации, возможностей, информации, фактов, и некоторых людей мы уже как бы на этом деле поймали, да, по части подрывной деятельности внутри нашей страны. Да, у нас есть очень много стран, которые хотели бы как бы завладеть многими информациями и как бы хотели бы даже вмешиваясь в управление государством, властных структур. Мы, естественно, будем пресекать все эти деятельности, будем принимать меры. У нас есть факты. Но каких фактов есть? Из каких стран эти как бы так называемые агенты-шпионы были, сейчас говорить я не смогу. Многих мы уже выслали. То есть интересно узнать, какие страны работают против Кыргызской республики. Это, Кто враг номер 1, номер 2, номер 3? ну, это мы знаем. Вам этого нельзя знать. И какого рода эта деятельность? Как? Какого рода эта подрывная деятельность? В чем выражается? Что они подрывают?
Это специфическая работа. Здесь как бы рассказывать, чем они занимались, тоже нельзя, невозможно. Поэтому только такими информациями ограничимся. Хорошо? Мақсат Леспеков, 5-ші канал. Қамшық Қыршаевич, сөзіңіздің башында криминалный күреш күні қоғам жақшылық, оң қалылық дедіңіз. Бирок бұға чейін Қамшы Гүлбаев, Раим Матраимовты қырмау операцияларын қоғамшылықта театрлашқан шоу қатары бағалашып, арқандай талқыларды жаратқанда, бұға қандай комментарий бересіз? Екінші сұрағым, жақында эле денсаулығыңызға байланыштуу убакыт аз калды, жумуш көп, кечип калыш керек дедиңиз. Кандай диагноз? Насчет вот этот задержания боюнча. Задержания боюнча биз Камчы Көлбаевди мына келгенде эле ошол направление болгон. Бизде криминалдык структуралардын жетекчилерин башка. Биз ал кишини кармамайынча, так называемый вора закона пока не задержим, мы не могли бы задерживать других. Понимаете? Он как раз и является на самом верхушке криминальных как бы событий в стране. Так? Мы его задержали. Как мы его задержали? Мы же не можем его прийти и сказать, приходите к нам, что мы будем вас задерживать. Мы его задержали как положено. С опергруппой, спецоперациями, так, привлечением сил и средств Альфа. Задержали. Раймбек Матраимову также. Мы Раймбек Матраимову давали несколько раз, как бы вызывали, так? Он не приходил к нам. Он не приходил. Потом по закрытым каналам мы ему дали знать. Мы дали знать, или мы его задержим жестко, или он сам будет приходить. Мы закрыли все границы, за ним мы наблюдали. Когда даже мы его задерживали, мы наблюдали, где он находился, с какой машины вышел, куда направляется, где кушал. Все это мы наблюдали. Потом задержали. Вот и все. А что-то плохого, что там мы задержали Кольбаева, и он находится уже 3-й месяц как бы у нас в заточении. Что плохого, что мы задержали Матраимова, и он оплатил 2 миллиарда сомов в стране, так? До этого ни копейки не платил. Ничего плохого, я думаю, нет. Наоборот, это должно привести чувство других людей. Gerçek hocamcımız ne? Rahmat. Ben sorma Матраев туралы болот. Az акыркы учурда деги 3 жылдан бери Раймбек Матраев туралы көптөгөн маалыматтар айтылып келди. Тилекке каршы ошол Матраев туралы маалыматтар биз бетке алып барды. Например, ошол мезгилдеги Алмазбек Шаширович анын бачынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун эмнеге себептен аттары айтылбай жүрөт. Экинчи суроо Батир туралы. Ошол батирлер жакын ошол Раймбек Матраев өзүнүн жакын туугандарына берген батирлер экендиги айтылды. Үчүнчү суроо Матраевден баштап ошол коррупцияга каршы күрөш. Камчы Көлбаевга келип бүтүп Бабановго жана башкаларга келгенде бармак басты көрсөтүү болуп калган деп атат да. Мындайда Матраев боюнча эми ар ким ар түрдүү маалыматтарды тарата берет. Ар ким ар нерсени айта берет. Бирок аны мына досконально следствиени изилдеп келгенде ар түрдүү башкача болуп чыгып атат. Мына өткөндө эле баягы 700 миллион боюнча, азаттык тараткан 700 миллион боюнча. 700 миллион боюнча биз азыр расследование кылабыз. Ошол 700 миллион каяка кеткен, кимден кеткен, кимдин атынан кеткен, эмнеге кеткен. Азыр алдын ала маалыматтар боюнча ал 700 миллион жанагы биздин ушул товар ташыган бизнесмендердин акчасы деп атат. Мына азыр деле товарды алып келип атышат, Матраимов жок азыр. Матраимов жок. Эч кандай маселеге кийлигишпейт, таможняга кийлигишпейт. Бирок бүгүнкү күндө деле товар ташыган биздин бизнесмендер мына самолет менен алып чыгып атат, банк менен алып чыгып атат акчаларыны. Акча чыкмайынча товар кирбейт да, билесиздер. Акча чыгыш керек, товар кириш керек. Ошол үчүн ар түрдүү жанагыдай чоң мындай
болгон нерселерди айта берген, коомчулугубузда, журналисттерибиз дагы көбөйүп кетти. Муну башыбызга алыш керек. Мына жакында эле бир эме чыкты, бир мындай видео ролик чыгарышыптыр. Эми бизге каршылар чыгарып атат да. Ошол жерде мени көрсөтүп коюптур. Бул түм эле бүт мамлекеттик имуществолорду басып алган, приватизация кылып алган, мамлекет тарабынан ушинтип байыган деп. Урматтуу журналисттер, я еще раз хочу заметить, я у государства ни одного кирпича не приватизировал никогда. Ни одного соток земли у государства никогда не брал и не буду брать. Вот моя совесть. А то, что говорят, что там я где-то какой-то завод приватизировал, где-то там землю приватизировал, это все ложь. Ложь это все. У меня один дом есть, и этим домом я проживу. У меня другого, второго дома не будут. Я второй дом не буду покупать. Других квартир не буду покупать. Так? Я данный шанс Богом, народом, чтобы работать, управлять этим комитетом, чтобы принести пользу народу, я воспользуюсь. Я воспользуюсь. Я хочу остаться кристально чистым. Я хочу остаться кристально чистым. Вот по этому поводу у вас не должно быть как бы появляться какие-то сомнения. И ни от кого, вот мои сотрудники сейчас знают, я всем сотрудникам говорю, ни от кого, ни одной копейки брать я не буду. Так? И советую, чтобы все мои сотрудники также последовали этому, по этой линии. Так? По этой линии. Кроме того, наши сотрудники, также я хочу здесь обратиться, сказать, чтобы они тоже смотрят, до них тоже доведем. Чекист не должен жить богато. Чекист не будет жить богато. Он свою жизнь посвящает государству, народу. Да, у него достаточно должно быть дом, машина, все другое, но у него не должно быть никаких счетов. У него не должно быть никакие там дополнительные квартиры. У него не должны быть какие-то там большие сбережения в денежных отношениях. Чекист должен жить скромно и служить народу. Только такие люди будут служить в нашем комитете. Так? Как ранее говорят, что кто-то в нашем комитете живет очень богато, этого не будет. Я пресекать буду обратно своих сотрудников также. И с нашей стороны, со стороны наших сотрудников, никаких преследований не будут. Если какие-то постановочные коррупционные схемы они выработают, или до кого-то будет постановлять каким-то образом, постанову устраивать, и этих сотрудников я жестко буду пресекать и наказывать. Поэтому у народа должна появиться надежда на чекистов. У народа должна появиться надежда. Так? Тот, кто работает в нашем комитете, должен быть чистым, честным человеком и преданным своей родине. Когда мы говорим о том, что преданность родине, любовь к родине, любовь к народу, эти слова, когда озвучиваешь, многие смеются. Многие смеются, что эти слова постарели. Нет, для нас эти слова никогда не будут забытыми. Они для нас, чекистов, слова «любовь к родине», «патриотизм», «отдать жизнь за страну», эти слова будут актуальными, будут оставаться до конца актуальными. Поэтому не сомневайтесь в порядочности наших сотрудников, пожалуйста. Здравствуйте, Анжела Душаевич. Я здесь. Пожалуйста. Да, на сегодня тема очень популярная, человек очень популярный, Матраимов, конечно. Мы до этого Он не популярный. Хорошо. До этого мы узнали, что он уже заплатил 2 миллиарда сомов, в котором был обвинен. Также узнали, что продолжаются следственные дела. Хорошо, но до этого еще есть другие чиновники, депутаты, люди, которые крали деньги из государственного бюджета. Тот же, например, Эмирбек Бабанов, которого, казалось бы, уже доказали в краже 13 миллиардов сомов из госбюджета. Есть такая тема, которая уже доказана. И собираетесь ли вы хоть какие-то меры принимать насчет других министров, которые незаконно обогатели? Сейчас я вот об этом я как бы сказал, сейчас будем проверять каждого чиновника, каждого министра, депутата, согласно поданному декларацию. Так?
Я не хотел сказать, но придется все равно раскрывать одну вещь. Мы сейчас одного депутата Джохор Кенеша поймали. Я ее имя не буду озвучивать сейчас. Он сейчас платит государству крупную сумму денег за то, что он совершал 8 лет назад одно большое преступление. Понимаете ли? Так? Мы ему поставили условие, что он крупную сумму сейчас как бы возмещает государству. И он будут возмещать, он же половину уже заплатил. Так? Таким образом, я еще раз говорю, ни один чиновник, ни один министр выше своего декларации не должен жить. Судьи Верховных судов в хоромах не будут жить. Министры также не будут жить в хоромах. Так? Что у них написано в этой декларации? Трехкомнатная квартира в панельном доме, там и будут жить. Когда общество в таком состоянии, когда у народа такие как бы неблагополучные моменты в материальном отношении, мы не можем жить богато, ребята. Поэтому руководство, руководители госучреждений, министерств, ведомств, судей, прокуроров должны показать пример. Если у нас осталась лишняя машина после всех этих моментов, продайте, отдайте народу. Государству отдайте. Отдайте государству. Если мы за 2 месяца, вот сами посмотрели, за 10 месяцев 2020 года было обращение к государству 116 миллионов сомов по коррупционным делам. За 10 месяцев. А за 2 месяца на сегодня 2 миллиарда 700 миллионов. Это доведем мы до конца года до 3 миллиардов. Считайте, вот за 2 месяца мы возместили 3 миллиарда сомов. 3 миллиарда сомов государству. Теперь с января месяца, я думаю, каждый месяц по 3 миллиарда будем собирать. Не 2 месяца 3 миллиарда. Теперь каждый месяц по 3 миллиарда будем собирать. Пока у чиновников, у коррупционеров не закончатся деньги. Так? Пока у них не закончатся деньги. Пока они не будут жить по средствам, по полученным зарплатам, по заработанным деньгам. Так? И теперь лишних вот этих, не только у бандитов, у преступников не должны, они ездят на хороших машинах. И чиновник не должен ездить на хороших машинах, если государство ему не предоставит. Так? Каждого депутата посмотрите сейчас. Каждый депутат сейчас пойдет, вот посмотрите парламента. Какой депутат из какой машины выходит. Посмотрите. И это все снимается сейчас. Собирается документация. Так? Собирается документация. И их причастности к каким-то бизнес-структурам. Многие депутаты, занимаясь депутатскими делами, но зато они зарабатывают большие крупные суммы совместно с другими бизнесменами. У каждого депутата есть своя фирма большая, строительные фирмы есть, которые миллионы зарабатывают. Я вам один пример приведу. Недавно мы поймали одну фирму, так? Одного предпринимателя, то есть у нас недобросовестных предпринимателей тоже много, который платит в месяц 4000 сомов налогов. 4000 сомов налогов. Так? Пошли, проверили его магазин, у него в магазине на 140 миллионов сомов товар имеется. У него в магазине имеется на 140 миллионов сомов товаров. А он платит всего на 4000 сомов. Видите ли? Если общество, если мы на это не будем обращать внимание, мы также будем жить плохо. У него 140 миллионов сомов в обороте, пусть он хотя бы 1 миллион заплатит, а не 4000 сомов, ребята. Пусть хотя бы 1 миллион заплатит. А этот предприниматель платит всего 4000 сомов. А все вот эти богатые люди, депутаты, судьи, прокуроры, чиновники, у него одевается. У него там один костюм стоит $5000, $7000. Шуба стоит там 5-10 тысяч долларов. И они все там одеваются у него. Так? А он платит государству 4000 сомов. Вот таких фактов очень много. Есть одна фирма,
которые продают ГС по фиктивным накладным, только ими и работает. У него оборотов миллиарды, обороты миллиарды, а он работает фиктивным вот этим накладным. Понимаете? Тогда когда у нас будет общество хорошо жить? Если мы это все не остановим, если мы не будем принимать меры. Сейчас у нас бюджет 170 миллиардов сомов. В ближайшее время, 2-3 года бюджет должен быть минимум 500 миллиардов. 2, 3, 4 раза мы должны поднять бюджет. Вот только тогда хорошо будем жить. Другого нет. Вот одна компания, акцизную марку, почти все выпускаемые продукции поддельной акцизной маркой пользуются. Все как бы продукции у него контрабандные. И он спокойно живет. Он хвалится, что у него там 50 заводов. 50 заводов ничего не платит. Он хвалится, что там обеспечивает людей работой. Но эта работа-то работой, но государству тоже надо платить. Он должен 60 тысяч платить, а он платит 2000. Понимаете ли? Вот таким образом мы будем еще и предпринимателей проверять. А добросовестных предпринимателей, которые там работают, своим трудом зарабатывают, мы будем поддерживать. Кроме того, тех инвесторов, которые к нам приезжают, раньше облагали, оказывается, как бы деньгами. Вот ты приезжаешь, вкладываешь столько в экономику, столько будешь отдавать на черное. Этого не будут. Ни один инвестор ни копейки не будет никому не платить. Ни бандитам, ни криминальным структурам, ни государству, то есть чиновникам не будет платить. Спокойно приезжайте, работайте, я буду как бы гарантировать и обеспечивать вашу безопасность. Это моя работа. Пожалуйста, есть вопросы или закончили? По-моему, я подробно рассказал вам все. 3 вопроса осталось, да? Башчысы Болот Жусупбеков жардамдары дайындалды. Анын мурдагы жабаттагы элеген кызмат боюнча жабат КМКсында кылмыш иши козголуп, азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат да. Анан кийин кандайдыр бир кызматтык аракеттери каралабы, каралбайбы? Ар бир адамдын кызматтык аракеттери каралат. Эгерде кимдир бирөө мыйзамды бузса, аны жооп берүүгө милдеттүү. Бул бир. Экинчиден, биздин сотрудниктер Государственный комитет национальной безопасности, обеспечивая безопасность нашей страны, будем принимать все методы, методологии и возможности для обеспечения безопасности. Так? У нас есть много возможностей. Так? И, да, бывают такие моменты, что в некоторых моментах для того, чтобы обеспечить безопасность, каким-то образом мы проводим оперативную работу. Оперативную работу, которая, возможно, каким-то образом не соответствует каким-то инструкциям или там моментам. Но это мы как бы пробелом работаем. Но в любом случае мы, естественно, будем обеспечивать безопасность страны. Безопасность страны – это все. Это не просто каким-то образом мы должны обеспечивать безопасность от каких-то хулиганов, от каких-то там коррупционеров. Нет. Безопасность – это все. Всю страну будем обеспечивать безопасность. И со всех сторон. Я думаю, мы свою работу будем выполнять. Кого? Ага. Сказали, что есть еще несколько уголовных дел. Скажите, какие-то уголовные дела и по какому факту удалось задержать? И второй вопрос. В случае,
Естественно, я обязан этого делать. Я должен показать пример обществу. Я ранее уже сказал, что моя жизнь посвящена государству и своему народу, а не своим родственникам, близким или там каким-то знакомым. Нет. Поэтому я еще раз предупреждаю. Если кто-то, мои близкие, знакомые, друзья, одноклассники, еще кто-то будет нарушать закон, они будут привлечены согласно закону. Согласно закону будут привлечены. Никоим образом никого не собираюсь там как бы прикрывать. Это одно. Насчет прокуроров Аламудинского района. Прокуроры задержаны по тем преступлениям, которые там оперативно наши сотрудники работали. Так? Они сейчас находятся под подпиской о невыезде. Дело расследуется. Они обязательно будут привлечены к ответственности. Обязательно. Последний вопрос. Марат Урлиев, «Кактус Медиа». Вот вы недавно говорили о том, что ваши сотрудники, вот чекисты, как вы выразились, должны там по благо народа, государства работать, должны там по меркам своей заработной платы жить. Но у вас есть очень много сотрудников, высокопоставленных лиц, которые, наверное, не просто так по связи, наверное, к вам пришли сюда в ГКНБ работать и выйти даже на парковку. У вас там одни внедорожники 570 и те же Геленвагены припаркованы. Вот что будет с этим сотрудником? И у меня есть еще Илья Дзякбеков такой у вас, начальник управления АКС ГКНБ. И тот же Салмор Джумабеков, сын известного хирурга в нашей стране. Вот и Дзякбеков, и Джумабеков там, живут на широкую ногу. Дзякбеков знаком с тем же Кылычбеком Сапарбаевым, Мунарбеком Запидиновым. Салмор тоже, у них есть совместные фотографии. Живут на широкую ногу. Что будет с ними? Вот насчет наших сотрудников, которые там на широкую ногу живут. Дайте мне информацию. Дайте информацию. Ни один наш сотрудник, я еще раз говорю, не будет жить богато. Хочет жить богато, пожалуйста, увольняется, занимается бизнесом, не нарушая закона. Хочет жить в хоромах, ездить на хороших машинах, никаких вопросов нету. Для этого должны увольняться и заниматься бизнесом, не нарушая закона. Все. А вот то, что там их знакомство, например, с Аркарбаевым или другими, Раим Матраимовым, кто не был знаком? Скажите, я тоже был знаком. Это не значит, что я его должен прикрывать. Кто не был знаком? Например, с теми же другими как бы преступниками. Тот же с Аркарбаевым. Кто не был знаком? Ваша, наверное, Саркарбаева Полоша, наверное, знает. Все чиновники с ним знакомы. Тем не менее, мы его посадили. Понимаете ли? Придет время, если там будет нарушать наш кодекс сотрудника ГКМБ, будет нарушать Эльдар Джакупбеков и Джумабеков, мы их тоже будем привлекать к ответственности. Так? Тоже будем привлекать к ответственности. Я еще раз говорю, в этом комитете принимать решения мне никто влиять не может. Никто влиять не может. Я вам один пример приведу. Один человек был назначен без моего согласия зампредседателем ГКМБ. Без моего согласия был назначен. Я его не пустил сюда. Я сказал нет. По закону я должен дать представление, потом он должен назначиться. Я не знаю, этот человек сейчас где, но мы его переназначили других людей. То есть это должно быть уроком для каждого. Чтобы кого-то где-то что-то там внутри комитета, кого-то где-то куда-то назначать, не обязательно родственные связи. Не обязательно, чтобы мне кто-то должен позвонить. Нет. Я ранее как сказал, что ни одного человека с собой приводить в комитет не буду. Я это слова до конца скажу, еще раз. Этого я не сделал. Все те людей, которые мы назначаем на ответственные должности, все сотрудники этого комитета. Со стороны никого не будем приводить. Только по результатам работы. Кто хорошо работает? Вот, например, Салмор Джумабеков очень хорошо работает. Я открыто скажу. Очень много коррупционных дела, очень много возмещений. Через его как бы отдел мы это сделали. Салмор сейчас Джумабеков днем и ночью работает. Но я его предупреждал. Это не значит, что он хорошо работает, какие-то уступки будут. Уступок не будут. Никому. А вот Илья Джакупбекова, что-то я хорошо не помню, кто он там. Разберемся. Мен сұрағым
Кимени? Алмазбек Шаршенович, мен ушу бажын төрагасы Кубанычтын Эми Алмазбек Шаршеновичти жөнүндө мен көп эле айтпай коеюн. Ал киши азыр бүгүнкү күндө привлечен к ответственности согласно решению суда. Он находится у нас в СИЗО ГКМБ. Я вам сейчас открыто скажу, у него как бы здоровье не очень хорошее, Буквально завтра я его буду посещать, в пятницу обещал посещать. Я посмотрю, если его здоровье не очень хорошее будет, я буду принимать решение его перевести в какое-нибудь другое отделение, в больницу или куда-то буду переводить, чтобы он сохранился, он что остался в здоровье и мог ответить перед законом как положено. Это раз. А насчет Кулматова. Пока по Кулматову никаких материалов к нам не поступало. Если есть материалы, пожалуйста, мы будем возбуждать. Если есть нарушения, пожалуйста, мы будем привлекать его ответственности. Никого прикрывать не будем. Хорошо? Потом последний вопрос. Камчат Кылышевич, шайлоонун алдында ушул Садыр Жапаров экөөңүздөрдүн дайыр каршылаштырууга болгон чагымчыл аракеттер байкалып атат да, кандай эффекттер Садыр Жапаров боюнча оюн айтты, экөөңүздөрдүн мамилеңиздер боюнча. Ушул боюнча сиз да өзүңүздүн позицияңызды айтып чектеп берсеңиз. Садыр Нуркожоевич Жапаров мен үчүн бул бүгүнкү жөн эле кандидат эмес. Если кейбир адамдар, кейбир бийликти каалаган адамдар Садыр Жапаровдун артынан чуркап, аган ушундай бир бүгүнкү күндө президент кылып алсак, анан ушул бир пайдасы тийип калар маган деп чуркаган адамдар болсо, Садыр для меня не является каким-то образом основным кандидатом. Так? Для меня все кандидаты едины. А Садыр мен үчүн бир чоң адам. Садыр мен үчүн бир мен жакшы көргөн, ушул өмүрдө тапкан жакшы досум. Я думаю, биз Садыр экөөбүз ошол ойлогон, мурдатан ойлогон, элибизди, журтубузду өзгөртөбүз, элибизге, журтубузга кызмат кылабыз, мамлекетибизди башкача кылып түзүп, элдин, Кыргызстандын кадыр баркын көтөрүп, элибизди жакшы жашоого жеткизебиз деген тилегибизге жетебиз деген ойдомун. Кудай кааласа Садыр экөөбүздүн достугубуз, мамилебиз түбөлүккө болуш керек деген мен ойдомун. Экөөбүздү бир гана Алла Таалам гана ажыратышы мүмкүн. Эч кандай бийлик, байлык, талаш тартыш бизди ажырата албайт. Анан баягыдай чагымчылар чыгып алып, Садыр менен камчы урушуп атыптыр, Садыр менен камчы андай сөз кылып атыптыр, андай жок. Андай жок, урматтуу туугандар. Садыр азыр шайлоого чыгып кетти. Шайлоодон утуп келсе, Алла Таалам буйруп 11 январда президент болуп шайланып калса, анда биз баягы айткан ой тилегибизге жетебиз. Эч кандай баягыдай провокационный баягы Садырга артуу сөздөрдү азыр жаман нерсени айтып атышат, мага дагы айтып атышат. Бирок булардын баарын артка калтырабыз деген ойдобуз. Мындан да оор нерселерди чогуу өткөнбүз. Кудай кааласа, Кудай сактасын, бир ушундай бизди эч нерсе ажырата албайт деген ойдомун.